Слово «начмед», согласитесь, звучит по-военному строго, но за ним не человек в погонах, а женщина, по-домашнему мягкая, интеллигентная, добрая. Человек слова и дела, заместитель главного врача по лечебной работе Якутской республиканской клинической больницы Наталья Маркова с первых же дней пандемии коронавируса, оставив свой большой кабинет, буквально живет в ковидных корпусах больницы и уверена, что именно так и должно быть. Только работая рядом со своими врачами, держа руку на пульсе каждого их тяжелого больного, можно уважать себя, считает Наталья Иннокентьевна. Несколько слов о врачах, о коллективе. Коллектив молодой, скажем, очень активные, они профессионалы. Я очень благодарна, что работаю с ними. И все они вместе все обсуждают, приходят, спрашивают. Вот это мне нравится. Они не уходят сами к себе, а все время спрашивают. Очень. И не одному ко мне, ко всем. Если они что-то не понимают, они уже ко всем обращаются. Но к нам же приходят со всех больниц работать. Конечно, им трудно привыкать к этому, но они быстро адаптируются. Все-таки врачи, они должны везде работать. Ну, да. Поэтому. Скажите, вот специалисты, которые приходят к вам из других больниц, о том, врачи другого профиля, как они адаптируются, как работают? Они пришли по зову сердца или по направлению? Нет, большинство сами по зову сердца. Они сами приходят, спрашивают, нужны вам врачи или нет, мы их с радостью берем. Мы стали немножко отпускать своих врачей в отпуска, потому что они 3 месяца работают, уже устали, у всех дети маленькие. Иногда даже смотришь, они разговаривают, и жалко их становится как-то, прямо слезы. Да, чувствуете, что в последнее время вы стали отпускать. И младшие, и средние, младшие, средние. Ну как, уже есть чувство, что замена есть. Приходят врачи, мы сразу стараемся отпускать. Но ненадолго, на месяц, но все равно. И сами-то отсюда, не, можно сказать, не выходите. Да. Живете в этой больнице. Да. Даже не стали замечать, что есть, разделяется на вторник, на среду, кто-то отдыхает, субботу, воскресенье. У нас нет такого. Потому что очень тяжелые стали поступать. И старые. Бедные 80, 70, 90. Их вытаскивать очень трудно, потому что у них очень много сопутствующих. Но хорошо, что у нас еще из других отделений, вот кардиологи, эндокринологи, ревматологи, поэтому они нам очень помогают, да, эндокринологи все. Хорошо, что разные специалисты у нас работают. Это здорово. Да, это здорово. Буквально каждый день у вас консилиум? Да, каждый день у нас консилиумы по 5-6 человек мы обязательно делаем консилиум. Мы очень много отправляем ТМК в Москву, потому что когда человек молодой и вообще не выходит, это очень тяжело смотреть. Поэтому Москва нам тоже очень помогает. Что-то он прибавляет в наше лечение, что-то отменяет. Это тоже помощь большая. Все-таки поддержка большая. Ну, уверенность появляется, потому что мы лечим правильно. Вы с первых дней здесь. Да. Вот чем продиктовано это? Что вас вызвало? Потому что я все равно должна быть рядом с ними, с врачами. Если им нет поддержки, ну, врачи сами тоже не могут сами себе. И если я не поднималась бы наверх, не смотрела бы тоже, как они тяжелых больных, они бы не уважали меня, наверное. Ну как заместитель врача? Все равно я должна быть. И когда не смотришь больных сама, уже не ориентируешься, что они говорят, и не ориентируешься. А когда сама смотришь, уже знаешь, какие больные, какие тяжелые, что им нужно. Поэтому я думаю, правильно сделала, что пришла здесь, а не в кабинете. И сама давно без отпуска? Да, сама давно без отпуска. Рискуют и будут рисковать. Заболевшие есть? Ну, если, которые мы работаем, ковидных врачей, да, которые мы работаем, пока нет. Но есть, которые работают в других стационарах, да, есть, конечно, врачи. В нашей больнице, которая работает с ковидом, пока нет, чтобы заразились кто-то скажет. Но мы очень следим, чтобы наши врачи нормально одевались, хорошо одевались. Все это респираторы, все было у нас, костюмы, чтобы были. Это мы следим строго. Когда первый больной поступил у нас 17 марта, это такая ужас пошла у нас после него пандемия, да. Вот в этом здании у нас же не было пропускников, санпропускников. И вот мы стали сделать, вот Николай Николаевич заставил сделать 5 пропускников. Это очень здорово. Только здесь мы сделали первый раз, когда пришли оттуда принимать больных, у нас только 1 санпропускник был.
И мы подумали, это вообще не хватает, столько народу в одном, столько очереди. И вот Николай Николаевич быстренько сделал нам 5 пропускников. Вот это нам 4 часа. А то стояли, очередь ждали, кто помоется, кто не помоется. Вот поэтому трудности были. Но ничего, но зато, конечно, средств очень много ушло на это. Но тем не менее, находил Николай Николаевич большие деньги. Молодец. Мы благодарим ему за это, что он так быстро все принимает. Кислородов очень быстро сделали. Без кислорода тоже трудно было. У одного больного брали, другому давали. Но первые дни это когда нас не было. А сейчас уже свободно все зашли кислород. С вылами также, наверное, было? Нет, с вылами с первых дней нормально было. Конечно, кислород очень много расходуем. Где-то уже мы за год обычно съедали на 7 миллионов, а сейчас вообще каждую неделю так съедаем, кажется. Потому что каждый больной без этого не может. Каждый больной дышит, потому что это на легкие же влияет этот вирус, поэтому больной должен дышать хорошо. У них сразу дыхание же плохо становится, и кислород сразу падает, поэтому мы всем даем кислород. Наш начмед, говорят врачи о своем руководителе, наш человек. И этим все сказано.